Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести. Чеченская республика». Студия Лейла Муртазова. И в начале главные темы выпуска. С заботой о героях. Для оказания содействия предоставления их региональных мер поддержки, конкретно в регионе 29 мер поддержки. Фонд «Защитники Отечества» продолжает важную миссию по поддержке участников специальной военной операции. О деятельности организации смотрите в этом выпуске. Вместе против рака. В основе этих раковых заболеваний в основном находятся модифицируемые факторы риска, те факторы, которые можем мы предотвратить. Региональное министерство здравоохранения инициировало профилактическую акцию, приуроченную ко Всемирному дню борьбы против рака. Свое дело. Давно была такая идея, чтобы стать полезным для своего города и заняться честным заработком. Расскажем об успешном предпринимателе, как начать бизнес и достигнуть успеха. Государственный фонд «Защитники Отечества» в Чеченской республике продолжает активно оказывать помощь. Ее координаторы занимаются всем спектром поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. К ним регулярно обращаются с различными проблемами, которые решаются надлежащим образом. Турпал Алитайсумов узнал, как получить необходимые услуги. Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» создан, чтобы дать гарантию солдатам и их семьям на предоставление тех или иных жизненно необходимых услуг. Филиал в Чеченской республике очень хорошо справляется с этими задачами. Каждый запрос, звонок или очное обращение идет на немедленное рассмотрение. Мы занимаемся именно трудоустройством уволенных участников СВО, а также членов их семей. Налажено у нас тесное взаимодействие с органами власти, такими как Центр занятости населения, Министерство труда и занятости Чеченской республики. По словам социального координатора Магомеда Судулаева, участники специальной военной операции обращаются в фонд, поскольку знают, что могут получить всю необходимую поддержку по выплатам, оформлении пособий, по ранениям, назначении инвалидности и не только. Цель деятельности нашего фонда заключается в комплексном и персональном сопровождении ветеранов, участников СВО и членов их семей. Для оказания содействия предоставления их региональных мер поддержки, конкретно в регионе 29 мер поддержки, оказание им помощи, содействия, оказание помощи в различных вопросах, вопрос оказания юридической помощи, психологической, медицинской реабилитации. Если же по воле Всевышнего участник специальной военной операции получил ранение с инвалидностью, то специально для таких случаев предусмотрена помощь в предоставлении адаптивной одежды и оборудования домашних помещений для удобства проживания. Мы снимаем мерки их помещений и под их помещение, например, привозим кухню, ванную для ветеранов, которые получили боевую травму, которые не могут самостоятельно передвигаться. Мы подстраиваем для них дом. Заказ дают производители. Заказ белой ногой. Стоит отметить, что филиал «Защитники Отечества» нашего региона ведет образцовую деятельность. Успешно помогая семьям военных, они показывают пример того, как надо относиться к тем, кто каждый день рискует жизнью ради безопасности страны. В любом вопросе клиенты фонда получают необходимую поддержку. При этом их запросы решаются достаточно быстро, ведь они возвращаются домой, отдав свой долг родине. Турпал Алитайсумов и Сайтамин Мусаев. Вести. Чеченская республика. В городе Шали обсудили подготовку к многоуровневым выборам 2026 года. Рабочее совещание прошло под руководством главы района Турпала Али Ибрагимова. На нем рассмотрели организационные вопросы предстоящей избирательной кампании, взаимодействие ответственных структур и меры по обеспечению эффективной работы на местах. Отдельное внимание было уделено разъяснительной деятельности среди населения и повышению гражданской активности жителей. Было отмечено строгое соблюдение законодательства, охрана общественного порядка и безопасности на каждом этапе избирательного процесса.
Мы должны обеспечить безупречную организацию всего избирательного процесса, максимально комфортные условия для голосования наших граждан. Первый президент وين خوش دو خوشين تامي أخلق خل ويو كوك خيتنا الدنيا لا تلوش دوي وين خوش دو خويسن خديش دوي مسامون تيادا مولا. В Грозном прошла акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы против рака. Жители города прошли бесплатное обследование, получили консультацию специалистов и узнали, как вовремя выявить опасные заболевания. С места события Рамзан Абоев. Какие у вас жалобы? Прием традиционно открывает анкетирование, затем медперсонал фиксирует основные показатели – артериальное давление, пульс, рост и вес. Ясана Сатуева регулярно посещает врачей в профилактических целях, хотя и не жалуется на самочувствие. Я считаю, что это очень важно и нужно проходить профилактику. И человек обязан следить за своим здоровьем, даже если он работает, не работает, неважно, в любой ситуации. Человек же за машиной следит, так же, как и за машиной должен за своим здоровьем следить. И быть в добром здравии желательно. Консультации проводят специалисты 9 профилей, включая онколога, дерматолога и эндокринолога. При выявлении отклонений пациенты направляются на расширенную диагностику для уточнения диагноза. Каждый желающий сегодня может обратиться с любым подозрением, сомнением в плане своего здоровья и высказать их врачам. В случае выявления подозрений на какие-то образования, все пациенты будут направлены на дальнейшее обследование в Республиканский онкологический центр. Акция «Жить значит бороться» проводится Республиканским центром общественного здоровья и медицинской профилактики. Инициатива Министерства здравоохранения приурочена ко Всемирному дню борьбы против рака. Очень многие люди, даже от одного слова «рак», у них испытывают страх. И в большинстве случаев это обусловлено тем, что наши люди, граждане, они практически ничего не знают ни о симптомах, ни о причинах развития рака. А в основе этих раковых заболеваний в основном находятся модифицируемые факторы риска, те факторы, которые можем мы предотвратить. Онкология – актуальная проблема человечества. Рак уносит более 10 миллионов жизней ежегодно, являясь второй причиной смертности в мире после сердечно-сосудистых заболеваний. Рак – это общее название более 100 заболеваний, которые могут поражать любую часть тела. Для новообразований характерно бесконтрольное деление клеток. Сначала они выходят за свои привычные границы, затем проникают в соседние ткани и поражают другие органы. Этот процесс называется метастазированием. Именно метастазы являются основной причиной смерти от онкологических заболеваний. Врачи рекомендуют проходить диспансеризацию каждые 3 года, а после 40 лет ежегодно. Это помогает выявить возможность заболеваний на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно. Развитие рака начинается с трансформации одной единственной клетки. Профилактика новообразования включает в себя правильное питание, поддержание здорового образа жизни и регулярные скрининги для ранней диагностики. Рамзан Абоев, Шамсудин Джабраилов, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика. Россия – многонациональная страна. На эту тему в математической школе имени Ибрагимова в Грозном состоялось мероприятие, приуроченное к Году единства народов России. В нем приняли участие учащиеся 8 класса. Общение прошло в живом формате, открытый диалог с обсуждением вопросов межнационального согласия, культурного разнообразия и роли молодежи в укреплении общественного единства. Организатором выступило Министерство по национальной политике, внешним связям, печати и информации региона совместно с молодежным правительством Чеченской Республики. Мы поставили перед собой цель не просто поговорить, а наглядно продемонстрировать молодым людям, настолько велика и разнообразна наша страна. Особое внимание было уделено, как важно беречь и ценить наше общее единство. Это понимание, мы надеемся, станет фундаментом для формирования активной гражданской позиции, основанной на уважении каждой культуры, каждому языку и каждой традиции, которая вместе составляет уникальный узор российской идентичности. Мы верим, что такие мероприятия не только расширяет кругозор, но и воспитывает толерантность, взаимопонимание и чувство общности, столь необходимых в современном мире. Ведь именно молодежь – это будущее нашей страны, и от того, насколько глубоко осознает ценность единства, многообразия, зависит процветание, стабильности Российской Федерации.
Подростки расширили знания о традициях и истории народов страны, задали волнующие вопросы и получили разъяснения. Урок был очень познавательный. Мы разговаривали о многонациональной России, как нужно уважать все народы, вместе жить в мире. Я тоже живу в Чечне уже 5 лет, и за это время успел найти себе много друзей. Все они очень добрые, умные, хорошие. Региональное предпринимательство набирает обороты и значительно влияет на экономику субъекта. Все больше людей начинают открывать бизнес по самым разным направлениям. От торговли и услуг до производства. Об очередном успешном старте моя коллега. Малый и средний бизнес Чеченской Республики демонстрирует устойчивый рост, становясь основой региональной экономики. Новые предприятия открываются как в столице, так и в самых разных уголках региона, создавая новые рабочие места и повышая доступность услуг. Яркий пример – город Ачхой-Мартан. Именно здесь 5 лет назад Бекхан Раисов реализовал свою бизнес-идею. Несмотря на пандемию, мужчина открыл магазин смешанных товаров, увидев в этом возможность поддержать земляков в сложный период. Давно была такая идея, чтобы стать полезным для своего города и заняться честным заработком. И торговля это и по исламу поощряется, и решил именно заняться торговлей. Мы постоянно работаем и с клиентами, и с работниками, чтобы у нас сервис был, потому что в нашей республике сервис очень сильно хромает, и мы вот этот момент очень сильно пытаемся держать на уровне, чтобы и клиент был доволен, и работники выполняли свои функции. Ключом к успеху стали удобное расположение в центре города, обученный персонал и организация доставки товаров. Вернулась в родное село, магазин очень интересный, цены очень доступные, продукты свежие и вообще обслуживание очень хорошее. Очень приятно прийти в этот магазин, отовариться и уйти. Кассиры очень приветливые. Сразу видно, что все для человека. Следующая цель предпринимателя – расширение торговой площади. Для этого он рассчитывает на собственную инициативу и поддержку районной администрации. 26 год год развития малого и среднего предпринимательства Альбилгалдая Ханду. Ой, администрация аура предприниматель предприниматель хилучуна. Ой, киртит дол ой, далуш долж на остал диду да алмула. Предприниматель ой район ахлара ой бок яхкамбу. Успех этого проекта в Ачхой-Мартане раскрывает значительный потенциал внутреннего рынка муниципалитета и служит моделью для тиражирования подобных социально ориентированных единиц. Магазины – это именно тот бизнес, который нужен людям. Он объединяет главное – качественную, вкусную еду, огромный выбор и приятные цены. От такого выигрывают все. Рабиат Гайтиева, Алисхан Кацулов, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.